Основные положения рук в чувашских танцах. Первая позиция рук, вторая позиция рук, третья позиция рук, правая рука опущенная, четвертая позиция рук, и пятая позиция, и шестая позиция, свободно опущенные руки вдоль корпуса. Корпус сохраняется, затылок, лопатка, хвостик и пятка вертикально к стенке. В этом положении во всех танцах должны сохранить свою осанку. Все позиции рук еще раз повторяем. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Комбинации движений этих рук возможно различные. С первой позиции руки от локтя из стороны в сторону. Это положение сохраняется и вверху, и на уровне глаз, ладони, и ниже на уровне плеч. Вторая позиция. В этом положении только исполняется вращение. Но иногда танцующие во всех свадьбах, они прикладывают манисты на груди, а правой рукой опущены. Это уже вместе вторая и третья позиция рук положения. Меняется правая рука на груди, левая внизу. В этом положении тоже сохраняется. И свободными опущенными руками. В чувашских танцах основное движение исполняется женщинами вращение во всех этих положениях рук. Поднимаем руки. Вращаем спокойно на всей ступне в правую сторону и в левую сторону. В конце вращения приходим в исходное положение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Такое же положение вращения идет во второй позиции. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Повторяем в третьей позиции руки положения. Мужчины могут положить ладонью на талию. А женское положение рук всегда опущены тыльной стороной ладони на бедро. Повторяем это же вращение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз повторяем четвертой позиции. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Четвертой, пятой позиции мы одновременно сделаем. И в шестой позиции точно так же идет вращение вправо и влево. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Данное движение исполняется более зрелыми женщинами. А молодые люди, они 2 раза быстрее вращаются на те же количество счетов. Продолжаем первой позиции рук. 2 поворота. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Данное положение вращения – это для молодежи. А попробуем сейчас под музыку.
положение во вращении, когда руки свободные, но рука сама по себе силы инерции дает вращение. Значит, идет как в этом положении. Да? Будем заканчивать. Она сама идет. Вот. Положение вот сюда. И другая рука. Во время завершения вращений все женщины и мужчины делают легкий приток ногой. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Слегка наклоняя корпус вперед по пружине. Да? Еще раз делаем вот это положение в одну и в другую сторону. И руками. Чуть-чуть слегка, не сильно. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 4, 5, 6, 7, 8. Это положение. Это легкий поклон. Следующее движение показываем. Мы с вами учим поклону. Чуваши женский поклон. Раз, два, три, 4 приложить вниз. 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Уже готовы мы танцы. Мужчины. Головной убор был. Ну, можно эта рука. Раз, два. Головной убор. 3, 4, 5, 6. Шапку кладил в руку. Вот выше. Зачем остановились? Теперь мы повторяем еще раз вращение, но 2 раза быстрее. Мы сейчас 2 раза быстрее сделаем. А надо более медленно. Для старых, более пожилых людей, да? Вот нет вращения. Основные ходы, простые шаги. Но я сейчас пройдусь под музыку, потом вместе со мной выступать. Так. Положение. Не закончили. Все-таки дама в середине должна быть. Дама в середине. Это простой шаг.
по-чувашски называется шуся, скользя. Шаг, корпус нигде не вращается. Медленно вот нижнюю часть ноги, да, снимаем. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь. Два, три, четыре, раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Шуся. Теперь при любом вращении, завершении, в этом положении сейчас мы в маленькой композиции идем по кругу, приходим на месте и исполняем удар ногой, притоп. Завершение музыкальной фразы. Сейчас я покажу просто, а потом повторяем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, повторяем все вместе. Положение рук оставляем. Все двигаемся за мной сразу. Вы поворачиваетесь и идете за мной. Музыку попробуем. Теперь обыкновенный Адыбаск. Француз сказал, моего роста говорит. Раз, два, три, четыре, раз. Мы это сделаем медленно. Сейчас. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Такое положение исполняется и на каблук. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Идет счет на 3, но четвертая пауза. Или раз и два и раз и два и раз и два и раз и два. Точно так же всей ступней на полу. Раз и два и раз и два. Раз и два и раз и два. Положение. Это в быстром темпе не идет. Чувашла счет. Вы рестораны были, да? Чувашла счет. Тар, ре, теп, ре, раз, тар, ре, и, теп, ре, значит, теп, два, ре, и, так, 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 все идет так. Так получается, как мы сейчас это сделаем? Ре, те, ре, пауза, ре, пауза. Ну, лучше быстро. Раз и два, и раз и два, и раз и два, и раз и два. Данное движение исполняется продвижением вперед, продвижением назад. Делаем вперед. И раз, и два, и раз, и два, раз, и два, и раз, и два. Назад. Раз, и два, и раз, и два, и раз, и два, и раз, и два. И это же движение исполняется с притопом. Раз, и два, и раз, и два, и раз, и два, и раз. Делаем. Раз, и два, и раз, и два, и раз, и два, и раз. Раз, и два, и раз, и два, и раз, и два, и раз. Повторяем движение под музыку.
руки положили. Еще раз. В данном положении можем мы сохранить положение, где мы руки свободно отпустим, продвигаемся по кругу. Движение. Вначале это попробуем. Раз и два, и раз и два, и раз вместе. Раз и два, и раз и два, и раз и два, и раз и два. В основном в чувашских свадьбах, хоть и юноши, хоть и девушки, не ставят на каблук, а на всю ступню. Но акцент на третью долю. Раз и два, и раз и два, раз и два, и раз и два. То есть всегда акцент на третью восьмую. Понятно? Звучит ужасно. Так, следующее движение. Делали мы с вами это форму по-русски, да? Это же положение. Теперь начинаем с ковырялочки, вырастодище. Раз и два, и три, и четыре. Раз и два, 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 и три, и четыре. Раз и два, и четыре. Раз и два, и четыре. Раз и два, и четыре. Медленно. Раз и два, и три, и четыре, и. Раз и два, и три, и четыре, и. Раз, два, и три, и четыре. Ну, акцент тут меняется, и это все. Ну, можно это. Ага, чтобы удобнее было. Раз и два, и три, и четыре. Раз и два, четыре. Раз и два, четыре. Раз и два, раз и два. Во время исполнения этого движения слегка колени расслаблены. Слегка колени расслаблены. Теперь следующее движение в таких во время свата импровизации мужчин. Присядочки. Это, как обычно, по шестой позиции. Спинку сохраняя, коленки вместе, как и мячик. Дамы присядки не делают. Идет вращение, положение и так далее. Раз. Вот положение раскрытый мячик. Это первое движение присядочки на мячик. Делаем, поехали. Так, сверху прыгаем. А я повороты. Так, в это время женщины делают такой, как обычно. Раз, два, три, четыре. 7, 8, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Это просто положение. Раскроем руки. Положение. Ну, как обычно. Это, ладони кверху. Но можно и руки в кулачке.
но не шибко сейчас пока учебный вариант мы не раскрываем. Поехали. И раз, и два, и три, и четыре. И два, и три, и четыре. Встаем, и это, наверное, вот обязательно. Но без рук. Поехали, еще раз повторяем. И раз, и два, и три, и четыре. И два, и три, и четыре. В комбинации рук те же положения мужчина делает из стороны в сторону. Это комбинация. Девушкой может быть, почему во время чувашских свадьбах в основном частушки напевают женщины. Им более простые движения, во время пения они это движение. В это время мужчины просто или присядочку делают, или просто подыгрывают на месте. То есть перед этой дамой, вот, например, я поворачиваюсь, она делает то к одному, до второму. Но она допевает частушный куплет. Поехали. А потом мы начинаем до конца фразы, да, половину делаем руки положения и идет положение. С присядочки. Музыку и... Теперь другое. В особенности верховых чувашей. Руками это положение остается. В этом положении мужчина делает более сильнее дробные ходьбы. То есть не дробные, а переступания. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В другую сторону. 4, 5, 6, 7, 8. Девушка в это время что делает? Руки в исходном положении. Они делают раз, и два, и три, и четыре. Так, бежит. И когда это возвращается, это шагни приезжает в плиту. Вот мы сейчас сделаем направо и налево, а в это время мы назад и вперед. Поехали. И раз, еще раз. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Подойдите. Да, поближе. Да, поближе. Еще раз. Поехали. Значит, у вас идет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 4, 5, 6, 7, 8. Делаем. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 4, 5, 6, 7, 8. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 4, 5, 6, 7, 8. Любое движение чувашских танцев завершается тройными притопами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь соединяем вот это тройными притопами дробный ход.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Этот дробный ход характерен к верховым чувашам. Попробуем еще раз. Под музыку можно? Это же положение рук с корпусом и с руками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сзади. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь. А музыку, да? В верховых чувашских свадьбах и низовых чувашский танец, свадебный танец танцуется по кругу, против часовой стрелки. Дама делает движение ног, просто левая рука на поясе и ногами. 4, 5, 6, 7, 8, да? Продолжаем это же движение, да? Затем еще одну восьмерочку. Раз, два, 4, 5, 6, 7, 8. Три придумка. И она делает по кругу вокруг себя. Раз, два, три, 4, 5, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Уже с левой ноги. Раз, два, три, 4. Раз, два, 3, 5, 6, 7. Вот попробуем сейчас. Да? Вот попробуем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 2. Раз, два, 4, назад, назад. И все продолжается движение по кругу дальше. Мужчины делают отсчет, поехали. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Поехали. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Так, в этом положении руки у нас не здесь. А вот положение руками. Да. Еще раз сделаем. Так, сюда и сюда. Можно. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 4, 5, 6, 7, 8. Повторяем. Пальца. Делаешь. А вот раз.
варианты разные. Тут и уже импровизация. Но в основном свадебные танцы танцуются только по кругу. Импровизация зависит от личности мужчины, какой, может быть, все что угодно. Можно это делать по-дубайски, может быть, раскрыть рука и так далее. А дамы желательно вот это сохранить, вот эту ровность и так далее. Не только вот так сказать. Это не надо. Так, это один из элементов свадебных танцевальных движений. Верховых чувашей. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И верховых во всех других группах. Смотрите. Нет, не носок. Не носок. Вот. И это девочки тоже делают. И вот это первый сегмент. Попробуем. Поехали. И а я и подмышку вокруг и все умеется. Поехали. И Я очень люблю чувашские танцы, чувашскую культуру, чувашскую литературу. Общаюсь с писателями по роду своей деятельности, потому что наша типография печатает очень много книг для чувашских писателей. Ну, какие только не самоучители, только чувашских самоучителей танца нет. У меня есть знакомый, очень хороший друг Владимир Аркадьевич Милютин, хореограф, заслуженный работник культуры Чувашской республики. И как-то в разговоре с ним мы решили сделать этот самоучитель. Вот он пригласил танцоров, и результат вы видели. Надеюсь, этот самоучитель поможет всем тем, кто любит танцевать, именно любит как-то выразить себя ярче на чувашской свадьбе, на чувашском юбилее.